Сегодня работники лесного хозяйства отметили профессиональный праздник. Это лето выдалось особенно напряженным для них. Только 10 сентября официально закрыт пожароопасный сезон. О нелегкой работе и трудовых заслугах расскажет Лана Ильина. Музыкальные номера, поздравления, вручение наград. Главные герои торжества – работники лесного хозяйства. Буквально 10 сентября закрыт пожароопасный сезон. Это лето выдалось особенно напряженным. На территории республики у нас зарегистрировано более 600 лесных пожаров на общей площади 3 миллиона 100 тысяч гектаров. В прошлом году, если сравнить, тоже 600 с лишним пожаров было, но при этом площадь пожара была где-то в 2 раза меньше, 1 600 000. Ну, то есть в текущем году очень засушливое лето прошло, и в основном горела лесотундра, тундра. То есть северные территории, которые у нас более 7 или 8 лет вообще не горели. Сегодня в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню работника леса, лесоводы Якутии традиционно собрались в сквере лесника возложить цветы к памятнику Героя Советского Союза Николая Саввича Степанова. Главная идея сквера лесника – это поклонение якутской лиственнице. Это дерево – главное топливо, строительный материал для якутов. В этом сквере сегодня открыли памятник Константину Аникину, основателю лесного хозяйства в Якутии. Он первым составил фактическую характеристику лесов, доказывал, что в лесном хозяйстве нужно организовывать лесное хозяйство. И благодаря его работе 14 февраля 1939 года было принято постановление Совнаркома, которым было организовано управление лесов местного значения. На торжественном мероприятии, состоявшемся в Доме правительства номер 2, заместитель председателя правительства Денис Белозеров поздравил работников лесного хозяйства. Труд людей, стоящих на охране лесов, действительно героический. Им приходится часто рисковать жизнью во время тушения пожаров. Они знают о лесе все, слышат его, чувствуют его. Работники леса дано понять, что многогранную философию леса и его характер, который, и узнать, увидеть тайну природы. В Якутии в этом году открыто федеральное отделение лесного хозяйства в составе 65 человек. Ими проводились взрывные работы, вызывание осадков. Работа стражи леса и опасна, и трудна. Несмотря на очень сложные условия, повреждения огнем объектов экономики и населенных пунктов допущено не было. Лана Ильина, Илья Сыромятников, Якутск.